Человек приходит в суд за справедливостью. Судебная система помогает восстанавливать равновесие в мире. Для меня это не просто работа, а осознанный выбор, который отражает мою приверженность к праву и к закону. Система правосудия и судопроизводства Ингушетии отмечает вековой юбилей. Во все времена судебная власть была основным гарантом прав и свобод граждан. Она обеспечивает верховенство права, равновесие между другими ветвями власти и создает баланс в государственном строе. Судебная система Ингушетии берет начало в глубокой древности. С XVI века в ингушском обществе функционировал суд обычного права – мехкакел. В нем соединились и законодательная, и судебная власти. Кэлахой, судей обычного права, избирали свободным голосованием из людей, известных своей честью, безукоризненным поведением и знанием адатов, неписанных законов, переходивших от поколения к поколению. Мехкел имел широкие полномочия. Решения Мехкел обязательны были для выполнения. И тот, кто не подчинялся, того очень жестко наказывали. Лилер двинулся, яйца ездился, выйдешь, лил дальше. Адетеш тербердеш, царяхардеш, сантехнислуш, дахдес анхетсунвей. Вопросы разного характера решались на заседании Мехкел. Это и объявление, так скажем, войны, это и заключение перемирия, это и решение каких-то внутренних вопросов, да, вплоть до споров земельных и так далее, и так далее. В общем, очень широкие полномочия были у Мехкел. В начале XIX века с принятием ислама в Ингушетии заработали шариатские суды. Государственные сформировались после вхождения ингушей в состав Российской империи. Советская власть внесла свои коррективы в ингушское судопроизводство. С образованием Горской автономной республики был создан единый главсуд, действовавший на всей территории. 7 июля 1924 года республика распалась и была создана Ингушская автономная область. Меньше чем через месяц заработал Ингушский областной суд. С этой даты и ведется отчет истории судебной системы. При обращении руководства судебной системы Республики Ингушетия в Государственный архив Республики Северная Осетия-Алания была получена архивная справка. И на основе этой архивной справки руководство Верховного суда Республики Ингушетия и Управление судебного департамента обратились в Народное собрание Республики Ингушетия. И Народное собрание 6 мая 2004 года приняло постановление номер 125, которым установило 1 августа 1924 года датой образования судебной системы Республики Ингушетия. Следует отметить, что указом президента Республики Ингушетия от 4 июня 2004 года номер 100, дата образования судебной системы Республики Ингушетия 1 августа установлен праздничным днем. И наш регион, Республика Ингушетия, является единственным субъектом в стране, в котором день образования судебной системы считается праздничным днем. Судопроизводство Ингушетии росло и развивалось. Ингуши учились юриспруденции, занимали государственные должности в органах судебной власти СССР. Но в 1944 году ингушский народ депортировали в Казахстан и Среднюю Азию. Работа судебной системы остановилась на долгие 13 лет. Здесь никаких органов уже не было, они не функционировали. Всех чиновников наших ингушских депортировали вместе со своим народом. Вся интеллигенция была в Казахстане. Никому не разрешили остаться. Статья 1. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. Конец 20 века. Новая ветвь в развитии судопроизводства. Принятие закона об образовании ингушской государственности 4 июня 1992 года.
После возрождения Ингушетии началось формирование органов власти. Судебную в регионе исполнял Ставропольский краевой суд в Ингушской республике. До создания Верховного суда оставалось совсем немного времени. Здесь были районные суды. Что они решили, обжаловать было некуда, не было Верховного суда. Создать Верховный суд могли только когда есть парламент, а парламента не было. Это 90-е, 2-3 год. И решили, чтобы было куда обжаловать решение районного суда, создать орган. Тогда бывшая конституция позволяла создавать постоянную сессию любого субъекта. И по моей инициативе я собрал тут судей в этот состав. И в Ставропольском краевом суде создали постоянную сессию Ингушской республики для рассмотрения дел, уголовных дел. Ну, это постоянное Ставропольского краевого суда по Ингушетии. Верховный суд Ингушетии образован 5 мая 1994 года. Высший судебный орган состоял из 5 судей. Позже штат был увеличен до 7 человек. В чистом поле посадить, поставить стул, сказать: вот вы судья, и давайте, вот вам дела, решайте. У нас был всего один Назрановский суд, районный суд, но в этом суде работали судебный департамент. До этого там был состав Ставропольского краевого суда в республике Ингушетия. В общем, по 2-3 судей в одном кабинете. Бухгалтерия там же была. Материального обеспечения никакого. Бумаги искали где-то в типографиях, чтобы написать. Машинка была одна печатная, которая, если заложить 5-6 листов бумаги, она пробивала насквозь, 5-6 букв было, которые пробивали насквозь, и читатель должен был догадываться, что хотел сказать судья. На тот момент был всего лишь один зал судебного заседания на 2 суда, на районный суд и на Верховный суд Ингушетии. Узкие маленькие кабинеты, отсутствовала какая-либо нормативная база, литература, мебель, техника, ну и так далее. И вот в этих условиях приходилось обеспечивать работу судов, и я должен быть благодарен судьям, которые, несмотря на вот эти лишения и отсутствие всяческих условий, проводили эту работу и проводили успешно. Сегодня в судебную систему Ингушетии входят Верховный и арбитражные суды, 5 районных и 1 городской суд, 23 судебных участка мировых судей, управление судебного департамента и организации деятельности мировых судей. Сотрудники вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление правопорядка и занимают достойное место в российской судебной системе. Замечательные условия созданы для отправления правосудия. Видно, что государство и все органы государственной власти республики в комплексе решают задачи, которые стоят по обеспечению правосудия в республике. Поэтому те достойные результаты, которые демонстрируют суды, высокое качество, отсутствие нарушений сроков, вполне обусловлены этой общей политикой. Есть все условия для плодотворной работы, там 3-этажное красивое здание, оргтехника, помощники, советники, специалисты в своих отраслях. Это полноценный действующий судебный организм. Суд сформировался, стал работоспособным и выдает уже достаточно высокие результаты. Справляться с большим объемом дел судьям и работникам судов помогают высокие нравственные и профессиональные качества, широкий кругозор, верность долгу и огромное трудолюбие.
Столетие судебной системы и 30-летие Верховного суда отмечалось в течение всего 2024 года. Кульминацией празднования стало большое торжественное мероприятие, на которое приехали представители судейского сообщества не только Северного Кавказа, но и всей России. Судами возвращено в казну 672 гектара земельных участков, ранее выбывших государственной собственности. Ущерб бюджету предотвращен на сумму 5,7 миллиардов рублей, что свидетельствует о высокой эффективности работы. На данный момент наши юристы, имеется в виду юруправление главы и правительства, участвуют в более 500 судебных делах, что подчеркивает масштаб поставленных задач. Арбитражным судом Ингушетии с момента образования рассмотрено около 40 тысяч арбитражных дел. Это споры по договорным обязательствам, о собственности, о налогах и сборах, о несостоятельности, о признании недействительными актов государственных органов и другие. Арбитражный суд Республики Ингушетия был образован в 1993 году, и с этого дня я в этом суде по сегодняшний день. Конечно, становление было очень тяжелое для судебной системы. Очень многих не было, даже зданий своих. В данном случае арбитражный суд располагался в здании детского сада, без отопления, без ничего. Мы там жили. При наличии того, что даже не было света, и отопительные приборы включить никак нельзя было. Но сегодня, конечно, у нас свое здание, и в этом году уже начато новое здание строительства в городе Магас. Так что в следующем году мы ждем новоселья в новом здании уже в Магасе. Выступавшие на собрании представители ветвей власти поздравляли судей с юбилеем. По их словам, в органах судебной системы Ингушетии работают профессионалы с большим судейским опытом, которые воплощают в жизнь принципы презумпции невиновности и неотвратимости наказания. Все эти годы укрепление авторитета судебной власти, успешное и качественное выполнение задач правосудия, защита прав и законных интересов жителей региона оставались главными и неизменными приоритетными в работе судов Республики Ингушетия. Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Ингушетия» присвоено 4 судьям. Кроме того, юбилейной медалью «100 лет государственности Республики Ингушетия» награждены 29 представителей судебной системы региона. Зал судебного заседания, конечно, это для нас рабочее место, где выносятся сложные решения, где в зале находятся люди, которые стороны, желающие выиграть спор, где иногда обстановка бывает накалена до предела. Сколько раз Хамзат Суров заходил в зал судебного заседания, сегодня не сможет сказать даже он сам. Его путь в правоохранительных органах начался в 1991 году, когда Хамзат Мавлиевич устроился на работу в прокуратуре. Через 12 лет мужчина стал судьей Верховного суда Ингушетии. Статус суда уже был на достаточно высоком уровне. Значит, суд выделился как отдельная судебная власть, и, значит, уже и в обществе, и среди юристов царили такие мнения, что работать в суде это очень почетно. Во-первых, очень сложно было попасть в суд. Это необходимо было сдавать квалификационный экзамен. Значит, необходимо было проходить через квалификационные коллегии, которые были практически образованы вот где-то в 1996 году. Ну и таким образом, значит, желание было попробовать себя в судебной системе. Судебная система – это практически вершина айсберга юриспруденции, вершина правоприменительной системы. Поэтому вот было мной принято такое решение, это было принято где-то в 2002
2002 году. И в 2003 году, значит, я успешно прошел все стадии и был назначен указом президента России на эту должность. Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Ингушетия» присвоено Цурову Хамзату Мавлиевичу, судье Верховного суда Республики Ингушетия. Я бы пожелал и коллегам, и себе быть честными в своей работе, придерживаться принципов, которые должны быть присущи судье. Это, значит, входить в проблемы людей, значит, придерживаться принципов справедливости и всегда знать, что человек, который приходит в суд, либо с одной стороны, если он истец, и с другой стороны, если он ответчик, они приходят в принципе за справедливостью. Очень часто бывает, что, значит, проигравшая в споре сторона благодарит суд, уходя, и говорит, что, значит, вот теперь я понял, что я не прав, я согласен с вашим решением. Вот чтобы было вот так вот. Главный на судебном заседании судья в черной мантии с деревянным молотком и твердым намерением справедливо решить вопрос виновности или невиновности подсудимого. Но мало кто знает, сколько людей работают над одним судебным процессом. Работники аппарата, они же выполняют основную работу, всю техническую работу, всю другую работу, подготовка дел к судебному разбирательству, направление судебного акта и так далее. Конечно, без аппарата суда работа не так пошла бы. Без аппарата судья он никто, потому что при такой нагрузке вот эта вся масса этих дел, делопроизводства, все ведется аппаратом. Помощники судей днем и ночью готовят проекты решения. Они, это как вал от воды, знаете, которая волна идет. Если немножко оторвешься для отдыха, она просто уже невозможно будет остановить. Упустишь точку невозврата. Перечислять обязанности секретаря суда можно бесконечно. Извещение участников процесса о месте судебного разбирательства, выписка и направление повесток, подготовка запросов, писем, копий документов. Все должно быть сделано правильно и своевременно. Да, Назранский районный суд, слушай. Так, еще раз, фамилия, имя, отчество. Мы осуществляем такую работу, которая обеспечивает четкость и порядок судебного процесса. То есть, если мы не будем выполнять те самые функции, процесс не пойдет, собственно, суд не сможет вынести своевременно решение. Нагрузка огромная, но когда видишь результат, оно того стоит. Осознание о том, что мы помогаем многим людям, восстанавливаем справедливость, разрешаем их проблемы, дает стимул дальше работать в этом месте и дальше расти, развиваться, совершенствоваться. Это не самые легкие были годы. В эти годы судьям Республики Ингушетия приходилось принимать судебные решения и работать в условиях, сопряженных с риском для жизни. В их адрес поступали явные и скрытые угрозы, обстреливались дома, и, к сожалению, не обошлось без трагических утрат. Но даже эти подлые преступления не смогли даже надломить судебную систему Республики Ингушетия. Убийство двух заместителей председателя – трагическая страница в истории Верховного суда Ингушетии. 10 июня 2009 года в Назране около своего дома убита Газгиреева Аза. Годом раньше в Карбулаке выстрелом в сердце убит Хасан Индиев. Это был очень талантливый человек, грамотный, образованный. Таких родить, вырастить надо. Вот с таким образованием человека, с таким опытом. Его поставить на ноги и вот так взять и убить его. И заполнить, восполнить это всегда тяжело. Мы о них не забыли, мы помним это. Они стали жертвами вот этих всех экстремистских всяких дел, которые бушевали в 10-х, 8-х годах.
Хасан Индиев рассматривал самые сложные уголовные и гражданские дела, а также дела с участием коллегии присяжных заседателей, связанные с бандитским нападением на Ингушетию в июне 2004 года. Именно он единственный раз в истории судебной системы республики назначил высшую меру наказания – смертную казнь. Подсудимый – это рецидивист, неоднократно судимый, в том числе за тяжкие преступления, который при визите к нему домой оперативника в целях производства обыска расстрелял полицейских, на тот момент милиционеров, из автоматического оружия. 3 милиционеров были расстреляны во дворе его домовладения и скончались впоследствии в больнице. 1 милиционер был ранен. И за совершение этого преступления в 1994 году, этому делу 30 лет в этом году исполняется, подсудимый был осужден к высшей мере, к исключительной мере наказания, к смертной казни. Приговор не был приведен в исполнение, несмотря на то, что Верховный суд Российской Федерации в апелляционном порядке наш приговор оставил без изменения, приговор вступил в законную силу. Уже впоследствии указом президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина подсудимый был помилован. Но до выхода на свободу он не дожил. Он скончался в СИЗО города Пятигорска в возрасте 59 лет. Что касается судьи, который выносил данный приговор, тоже несколько слов хотелось бы и о нем сказать. Выдающийся юрист, судья, который внес неоценимый вклад в развитие и Верховного суда Ингушетии, и судебной системы Республики Ингушетия, но который трагически погиб. В апреле 2008 года от рук бандитов он был застрелен в свой выходной день киллером. Это один из 2 судей судебной системы Республики Ингушетия, который, будучи заместителем председателя Верховного суда Республики Ингушетия, погиб от рук бандитов. Да. И преступление это до сих пор не раскрыто. Дело Хасана Индиева хранится в Музее истории судебной системы Ингушетии как самый ценный экспонат, наравне с железной решеткой, которая когда-то стояла на окне председателя Верховного суда Дауда Албакова. Злоумышленники, пытаясь совершить покушение на председателя, выпустили снаряд. Этот снаряд застрял в этой решетке. Естественно, повреждения были в кабинете, но по счастливой случайности никто не пострадал. В этот момент уже председатель покинул свой рабочий кабинет, но эта решетка является именно таким символом того, что судопроизводство проходило в непростых, даже порой опасных условиях, и судьи, не жалея своих жизней, своего здоровья, несмотря на угрозы и в их адрес, в адрес их семей, не прекращали свою деятельность по отправлению правосудия. Открытие Музея истории судебной системы Ингушетии приурочено к вековому юбилею. В экспозиции собраны печатные издания, архивные документы и фотографии, тематические стенды, посвященные эмблеме и первому составу Верховного суда. При создании музея мы руководствовались вообще основной концепцией музея, что это должны быть оригинальные предметы. Подтверждением тому является, например, если обратить внимание на этот стенд с фотографиями, зал судебного заседания Верховного суда Ингушетии, который располагался в здании по улице Московская, город Назрань. Вот обратите внимание, герб, кресла судейские, вот они здесь воспроизведены. Тот же самый герб, те же самые кресла судей и народных заседателей. Музей мне очень понравился. Есть много вещей, которые и мы можем перенять у вас при формировании своего музея. За долгие годы в Ингушетии проделана колоссальная работа по укреплению законности, защите прав и интересов граждан, которая была бы невозможна без сплоченного коллектива, сильного судейского корпуса и работников аппарата суда. Через 100 лет, когда, может быть, наши внуки будут жить, они вспомнили и сказали спасибо. Так же, как мы с вами сегодня говорим спасибо тем, которые в 1924 году создавали здесь, в Назрановском районе, закладывали начало нашей судебной системе. И тем, кто воссоздавал нашу судебную систему после возвращения из депортации, воссоздавал опять суд в 90-е годы после смены общественно-экономической формации. Всем им сказать спасибо. Мы скажем с вами, а нам пускай скажут те, кто будет через 100 лет.